Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана-Сосногорск», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте. Коротко о главном. Праздник для души. В библиотеке имени Якова Рочева прошел вечер, посвященный хору имени Пятницкого. Время возможностей. Центр занятости населения приглашает жителей на всероссийскую ярмарку вакансий. Премьера драмы. Сосногорцы увидят новый спектакль на сцене «Горизонта». В преддверии 79-й годовщины Великой Победы жители нашего района могут принять участие в благотворительном марафоне «Мы наследники Великой Победы». В Сосногорском районе организатором выступает Совет ветеранов. Со слов председателя Ольги Корякиной, в фонд уже начинают приходить перечисления. О том, на что будут потрачены средства, смотрите далее. Мы планируем в этом году установить мемориальную доску возле кладбища по улице Гайдара с фамилиями захороненных участников Великой Отечественной войны. Средства нужны немалые, и мы очень надеемся на то, что жители нашего Сосногорского района не останутся равнодушными к нашим проблемам. Проект уже написан, и совсем скоро будут получены коммерческие предложения с точными суммами, необходимыми для его реализации. Девочки с соцсектора и отдел молодежи провели инвентаризацию на этом кладбище, и было выявлено по осени 250 могил, это 250 участников, но работа еще не закончена. И как только снег сойдет, эта работа продолжится, и если это будет около 300 участников войны, можно себе представить, в какую сумму этот знак нам обойдется. Время идет, и ветеранов среди нас становится все меньше. Отдать дань памяти их подвигу и помочь увековечить имена героев, которых уже нет с нами, может каждый. Реквизиты благотворительного фонда на ваших экранах. К слову, на прошлой неделе Владимир Уйба дал старт региональному этапу всероссийской акции «Вахта памяти-2024». Ежегодно бойцы поисковых отрядов со всей страны выезжают на места сражений, занимаются поиском и установлением имен бойцов и командиров Красной Армии, считавшимися без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны. Поисковое движение в регионе существует уже более 20 лет. За все эти годы поисковикам из Коми удалось установить имена и захоронить останки 27 погибших уроженцев Коми края. За большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих глава Коми вручил поисковикам госнаграды. Центр занятости населения города Сосногорска информирует жителей о предстоящей всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которую можно будет посетить 12 апреля с 8 до 10 часов утра. Это первый этап ярмарки трудоустройства. Здесь граждане смогут напрямую пообщаться с представителями организаций, находящихся в поиске работников, и задать все интересующие вопросы. Приглашение получили Дом детского творчества, потому что эти организации имеют вакансии, свободные рабочие места. Альфа Электро предприятие, ОМВД города Сосногорска, СИЗО-2 УФСИН России, Лидер С. Со слов представителя Центра занятости, ситуация на рынке труда в районе стабильная. Уровень безработицы невысокий и составляет 1,3%. Среди безработных 12% люди с высшим образованием, 42% со средним профессиональным, 22% со средним и 24% имеют основное общее образование. В Центре занятости достаточно вакансий в пределах 500. Причем вакансии государственного и муниципального управления составляют где-то 70%. Остальные – это частных предприятий и индивидуальных предпринимателей. К государственным и муниципальным служащим относятся эксперты, главные и ведущие специалисты, бухгалтера. Все они требуют определенного уровня квалификации и наличия образования. Те граждане, которые не имеют образования, для тех граждан, кто не имеет образования, мы предлагаем пройти профессиональную подготовку, курсовую профессиональную подготовку или переподготовку, повышение квалификации.
Также часто требуются машинисты бульдозеров, водители категории С, Д, Е, газоэлектросварщики, помощники машинистов тепловозов, воспитатели, учителя, медицинские работники. Также есть немного вакансий, которые неквалифицированные. Это дворники, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, слесари-сантехники, слесари контрольно-измерительных приборов, аппаратуры. Центр занятости населения оказывает всестороннюю поддержку для граждан, находящихся в поиске работы. И это не только информирование о наличии вакантных мест, но и возможность пройти обучение, повысить квалификацию и успешно трудоустроиться. А ярмарка вакансий – это отличный способ узнать более подробную информацию о работодателях и заявить о себе как о возможном кандидате. Мы приглашаем всех граждан, которые хотят трудоустроиться, которые хотят поговорить с работодателями и найти работу. Пожалуйста, приходите. Посетить ярмарку трудоустройства можно 12 апреля с 8 до 10 часов утра по адресу Комсомольская, дом 7А, Центр занятости населения. Предварительную информацию можно уточнить по телефону 682 32. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Теперь о других событиях короткой строкой. 250 беременных женщин из труднодоступных местностей Коми получили возмещение расходов на проезд в медучреждения региона. Такая мера поддержки будущих мам предусмотрена в республике нацпроектом «Демография». Узнать подробности о предоставлении субсидии можно в Центре социальной защиты города Сосногорска. В Коми прошли первые региональные любительские соревнования по дрон-рейсингу «Время летать». Школьники, студенты и любители состязались в скорости и мастерстве управления беспилотниками на базе Сыктывкарского лесного института. Мероприятие собрало более 30 участников в возрасте от 15 до 55 лет. Самой зрелищной частью соревнований стали полеты на реальных дронах. За минувшую неделю сотрудниками госавтоинспекции города Сосногорска пресечено 140 нарушений правил дорожного движения. Из них 8 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 1 сел за руль и вовсе без прав. 5 пренебрегли правилами перевозки детей. Еще 20 забыли пристегнуться. Также за указанный период произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и 1 с пострадавшими, где 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребенок. В Центре Коми и национальных культур прошла викторина, посвященная природе нашего региона. В гостях у сотрудников центра были ученики 3 класса школы номер 3. Разбившись на 2 команды, ребята отгадывали загадки про животных и растения Коми края, узнавали зверей по следам, а птиц по их пению. Викторина предполагает учить детей любить природу родного края, нашей Родины, заботиться о ней. Викторина – это у нас обязательно проводим, им так интереснее. И по сказкам, и также животные, птицы, в общем, природа, да, и народные костюмы. Конечно, не обошлось и без интерактива. Юным природоведам нужно было собрать в корзинке съедобные грибы. Тут пригодились знания, полученные в школе. Мы знакомимся с природой родного края на уроках окружающего мира, на классных часах. Ну и неклассные мероприятия у нас тоже проходят. Мы здесь уже не первый раз. Значит, мероприятия интересные, познавательные в первую очередь мероприятия. Ребятам очень нравится сюда ходить. Все мероприятия для младших школьников в Центре Коми и национальных культур проходят в игровой форме. Бывают и подвижные игры. Так ребятам проще усваивать полезную информацию, а кроме того, можно повеселиться от души. В этом году отмечается 160 лет со дня рождения основателя старейшего профессионального народного хора России Митрофана Пятницкого. Сейчас коллективу 113 лет, и он известен по всему миру. Этим датам посвятили очередную встречу клуба «Рябинушка» Центральной библиотеки имени Якова Рочева. На мероприятии побывала наша съемочная группа.
Государственный академический хор имени Пятницкого был основан исследователем и собирателем народного творчества Митрофаном Пятницким. Он мечтал, чтобы все услышали настоящую традиционную русскую песню, поэтому первоначально хор был организован из крестьян. Нужно сказать, что в Сосногорской русской народной песне уделяется большое внимание. Поют дети, поют взрослые. У нас сегодня в гостях вокальная группа хора ветеранов, ансамбль песни из села Устюхта. Далее у нас ансамбль казачьей песни городского дворца культуры «Горизонт». У нас отдельные исполнители сегодня. Клуб по интересам «Рябинушка» – самое творческое из объединений на базе библиотеки Якова Рочева. Во встречах участвуют вокальные коллективы и исполнители со всего района. Ансамбль «Заряночка» исполняет русские и коми народные песни. Выступаем на многих площадках, в Ухте занимали места, в Ижме. Только в марте мы дали 4 концерта. В Кемдинке, Кедва, Вис, Порожский, Нижняя деревня. Все мы у нас песни разные, от фольклора до современных песен. Очень любим патриотические песни, очень. Иногда поем и плачем. Да. Песни хора имени Пятницкого многим участникам «Рябинушки» знакомы с детства. Антонина Ивановна вспоминает, во времена учебы на заведующую клубом прошла стажировку в знаменитом коллективе, присутствовала на репетициях и получила приятный отзыв о своих вокальных данных. Люблю петь. И это песни как бы моего детства, потому что с самого я пою с 6 лет, и поэтому вот эти вот «Колхозница», потом «Издалека Волга», потом «Агроном», вот эти, я деревенская, потому что по этим песням мне очень близкие и дороги, и они всегда звучали и звучат в моем сердце. В детстве у нас висело дома большое черное радио. И с самого детства я его всегда слушала. Его у нас никогда не выключали. Так вот, эти песни Пятницкого я знала уже лет с 3, с 5. Я уже пела все их песни, абсолютно все песни пела. На мероприятии вспоминали историю становления легендарного хора, говорили о жизни его основателя Митрофана Пятницкого, звучали любимые песни в исполнении сосногорских коллективов. Каждая встреча – это праздник для души, говорят участники клуба. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В продолжение темы культурных мероприятий ГДК «Горизонт» приглашает сосногорцев и гостей города 12 апреля в 18 часов на премьеру спектакля драмы «Я всех вас люблю» по мотивам одноименной пьесы Ирины Тануниной. Грядущая премьера – это подростковая драма о современном поколении, об их жизненных принципах, моральных устоях. В центре внимания сюжета 5 девочек из детского дома. Девочки, конечно же, ищут внимание и понимание окружающего мира. Главная героиня Нина находится в поиске понимания, что такое любовь. И для зрителя мы хотели бы поставить такую задачу, чтобы, выйдя из зрительного зала, у них появилась одна единственная мысль, что для того, чтобы вас любили, в первую очередь надо научиться любить самому. Актерский состав постановки практически весь новый, за исключением главной героини. Режиссер Наталья Тацкая возлагает на юных дарований большие надежды. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе ГДК «Горизонт», в том числе по Пушкинской карте. Возрастное ограничение 6+. Ну а теперь о спорте. В минувшие выходные сосногорские тэквондисты завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате и первенстве Республики Коми. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет с разных уголков республики. Тэквондисты продемонстрировали высокие показатели в различных дисциплинах – спарринг, стоп-бал, спецтехника и другие. Для юных спортсменов прошел открытый фестиваль цветных поясов по тэквондо ГТФ в рамках акции «Спорт против наркотиков».
В Емве состоялось открытое первенство по плаванию Княжпогостского района «Кубок весны-2024». В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из городов Микунь, Сыктывкар, Емва и Сосногорск. Сосногорцы привезли 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Ранее юные пловцы Есения Должикова и Богдан Черепанов взяли призовые места на турнире «Зарни-Йос», который прошел в Сыктывкаре. В Ухте прошли республиканские соревнования по киокушинкай-карате. Сосногорские спортсмены привезли с первенства 2 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей в разных возрастных категориях. В конце выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни температура воздуха днем будет от +3 до +6 днем и до -7 ночью. В четверг ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду. На этом пока все. С вами была Мария Ледовских и до встречи в ближайших выпусках нашей программы. Нельзя прикасаться к стоящим на плите предметам или закипающим электрическим чайникам. Нельзя оставлять включенную газовую плиту без присмотра. Если в помещении пахнет газом, нельзя включать электроприборы. Если вдруг почувствовал запах газа, набери номер специальных служб и помни о собственной безопасности. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.